вот для нас, международников, очень такой светлый день. Мы отмечаем день рождения нашей учительницы, нашего наставника, нашей дорогой Анастасии Николаевны. И для нас, конечно, это очень волнительно, что мы сегодня все вместе собрались и имеем возможность поздравить Анастасию Николаевну. Я Анастасию Николаевну сам лично помню еще с детства, когда еще был стипендиатом Национального фонда Варвары. Анастасия Николаевна тогда возглавляла комитет по делам семьи, женщин, демократической политики нашей республики. И тогда вот, я ее впервые видел на каком-то мероприятии, это было еще в музее Ярославского, проводили какое-то мероприятие в честь столетия Юнского. И в первый раз, когда я с ним тогда увидел, очень много мы тогда про нее читали в газетах, показывали ее в телевизоре всегда. И, с очень таким вот, тогда я еще не понимал, что потом в будущем буду с Николаевной вместе работать. А потом, когда я окончил университет, поступил в Министерство внешних связей, тогда министром был Александр Васильевич Мигалкин, тоже. И я помню, я написал первое письмо официальное, сразу отдал министру, и он меня вызывает в кабинет. А у министра сидит Анастасия Николаевна, как раз когда прилетела с Анкориджа, и показывает мне письмо мое. Оно было все красное, перечеркнуто, вот так. Как можно писать письмо? Вот, посмотри, письмо Анастасии Николаевны. Он мне показывает письмо, Анастасия Николаевна сидит рядом. Вот так, говорит, надо писать письмо. Письма писать надо. Я, конечно, возмущался. И всегда вот и Александр Васильевич ставили в пример нашу Анастасию Николаевну, ее как раз профессиональность в работе. И, конечно, вот Анастасия Николаевна за период работы сделала очень много для нашей республики. Она, конечно, начинала многие проекты, будь то фонд Дикой Азии, где она руководила этим фондом, то работая с председателем Национального комитета ЮНЕСКО. Все вот те места, где она работала, она отдавалась полностью и всегда сделала очень большие прорывные проекты. Конечно, работая в команде первого президента, 90-е годы, самые такие сложные годы многих открытий, годы многих начинаний, как раз благодаря таким людям, как вот Анастасия Николаевна, республике удалось очень многое сделать. И как раз то, что Анастасия Николаевна в свое время смогла заложить основу многих проектов, которые сейчас до сих пор очень успешно у нас работают. Поэтому, Анастасия Николаевна, очень хотел бы вас еще сегодня от чистого сердца поздравить вас. Хочу пожелать вам самое главное крепкого здоровья. Будьте всегда с нами, вы всегда нас направляете. Очень всегда приятно. Вот, иногда Анастасия Николаевна, у нее очень хороший качество, всегда по каким-то вопросам звонит, и мы очень долго разговариваем, и какие-то вот вопросы вместе обсуждаем, и она всегда дает такие мудрые, хорошие подсказки, какие-то наставления, и это очень нам помогает. Вот еще раз, Анастасия Николаевна, поздравляю вас с днем рождения. Вот. И, конечно, пожелаю еще раз крепкого здоровья, счастья и добра. Спасибо.
за значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур и многолетнюю творческую деятельность наградить почетным знаком Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов, государственного и общественного